Русская изба и хакасская юрта появились на территории художественной школы Черногорска. Эти объекты в перспективе станут музейными залами, где будут представлены работы юных мастеров, местных учеников. Пока же в помещениях важно завершить ремонт, который длится уже порядка 10 лет. Сейчас надежда на скорое открытие стала как никогда реальной, рассказывает Мария Добрынина. Это модерное изделие, оно необходимо для того, чтобы хранить там квашню. Вот так просто и понятно одиннадцатиклассницы Руслана и Ксения могут рассказать о любом предмете быта и интерьера, расположенной в этой комнате. Школьницы изучают декоративно-прикладное искусство уже не один год и сами создают произведения искусства. Это и народные костюмы, и расписанная вручную бытовая утварь, и вышитые рушники. Это полотенце выполнено тамбурным швом, именно белыми по серому ткани, чтобы было оно более лаконичным. Но мне всегда казалось, что это очень интересно, особенно изучать все народное творчество. Направление ДПИ «Хакасская и русская культура» в художественной школе Черногорска осваивают примерно половина от общего числа учащихся, то есть больше сотни. И каждый ежегодно пополняет учебный музей новыми экспонатами. Сегодня их набралось уже порядка 7 тысяч. Это важно выставить на показ. Для этого необходимы приличные площади. Решать этот вопрос педагоги начали еще 10 лет назад. В 2012-м проект строительства мини-музея «Русская изба» получил грантовую поддержку. Избу возвели, но позже стало ясно, и этого места недостаточно. В 2017-м проект решили расширить и в смысле содержания придать ему туристскую направленность для привлечения большого числа посетителей. И масштаба. К русской избе добавили хакасскую юрту и снова отправили на конкурс. В правительстве тогда идею черногорских педагогов высоко оценили, строительство пошло в гору, но спустя год стройку заморозили. Возобновили ее при поддержке разреза Майрыхской компании «Колстар». Разрез Майрыхский выделил нам 200 тысяч, и мы начали заполнять эти объекты. То есть у нас, в принципе, изба была, она такая безглазая, да, окна это как бы глаза, скажем так, русской избы. Были вставлены окна, двери, была организована пристройка к нашей четырехстенке. А теперь на школу вновь обратили внимание и республиканские власти, выделили средства. Сейчас работы идут полным ходом. Отделка избы, выполненной по технологиям и в стиле русского жилища IX века, уже почти завершена. Осталось подвести к ней электричество и продумать систему отопления. В хакасской юрте тоже почти готов пол. Его отделают специальным покрытием, имитирующим землю. Стены утеплят, отверстия в крыше, как и полагается, оставят, но для функциональности закроют стеклом. Мне хотелось, да, запустить объекты 13 октября 2022 года, потому что у нас будет юбилей школы, нам будет 50 лет. Если задумка педагогов и учеников осуществится в срок, то уже в конце следующего года небольшой, но уникальный школьный музей распахнет двери для жителей и гостей республики. Мария Добрынина, Наталья Гармашова, Сергей Казьмин. Вести Хакасия.